Готов ли Кыргызстан принять очередных беженцев? Австралийское издание опубликовало статью о том, что их Министерство иммиграции предложило отправлять беженцев из Ирака, Афганистана и других стран в Кыргызстан. В статье говорится, что свыше 1500 беженцев находятся в лагерях, расположенных на ближайших к Австралии островах Новой Гвинеи. Рассматривают ли власти страны возможность принять беженцев на территории Кыргызстана, узнавала Эльнура Молдокадырова. В зарубежных СМИ бурно муссируется информация о том, что австралийское правительство уже предпринимало попытки найти для беженцев из Афганистана, Сирии и Ирака новый дом. Так, после провальной попытки поселить беженцев в Камбодже, Австралия ведет переговоры со многими странами, в частности, такими как Филиппины и Кыргызстан. Власти Зеленого континента обосновывают это тем, что беженцы из Ближнего Востока и народы этого региона имеют схожую религию, цвет кожи и часть культуры. С обострением христианских стран Запада, в первую очередь с мусульманскими странами, увидеть, что творится. Поэтому Австралия испугалась переселенцев. Я так понимаю, что там этническая принадлежность одно, но по религиозному признаку они все мусульмане, которые двинулись в сторону Австралии и застряли где-то на островах по пути к Австралии. И теперь австралийцы, испугавшись поднятия мусульманского экстремизма, вынуждены таким образом защищаться. Эта информация вызвала бурное обсуждение среди кыргызстанцев. Тем временем в Министерстве труда, миграции и молодежи говорят о том, что Австралия официально не обращалась в наши госорганы. А в МИДе же эту информацию никак не комментируют. В Министерстве труда, миграции и молодежи страны не рассматривают возможность принятия беженцев в стране. В настоящее время нам какое-либо обращение, либо какое-нибудь официальное предложение от австралийской стороны не поступало. И Кыргызстан у нас суверенное государство, и без согласия кыргызских властей каких-либо действий на территории Кыргызстана производить ни одна страна не может. По закону каждый потенциальный беженец должен собственноручно написать заявление с просьбой присвоить ему статус беженца. Для въезда беженцев из Австралии в Кыргызстан требуется виза. Без нее их приезд невозможен. Также Австралия географически отдалена от Кыргызстана. Они не могут прямиком перебраться на нашу территорию. Наша страна пока не заинтересована в этом, поскольку у нас есть свои экономические трудности, и если мы будем принимать мигрантов, то мы-то кыргызский народ, конечно, благодушный народ, но нам нужно же создать для них условия, мы же не можем их где-то на улице поселить, Поэтому здесь есть сложности. У нас, во-первых, финансовые возможности пока это не позволяют. Если позволяли бы, мы, может, им помогли бы. Однако эксперт Махсат Мамытканов напоминает, что 19 лет назад Кыргызстан подписал Декларацию ООН по правам человека. В документе говорится, что каждый гражданин может свободно перемещаться из одной страны в другую. Если ООН обяжет Кыргызстан принять беженцев, страна будет обязана выполнять обещанные обязательства. Заявление официальных властей Австралии по вопросу беженцев можно воспринимать, во-первых, как разведка боем. Поднимая этот вопрос у себя, они таким образом зондируют почву возможности вообще такого переселения. Потому что переселение – это очень сложный вопрос. И политический, и логистический, и экономический. Поэтому перед тем, как что-то делать, они должны обязательно прощупать общественное мнение той стороны, о которой они думают. Поэтому то, что они сделали, это сделано с этой целью. На сегодняшний день в стране официальный статус беженца имеют 187 человек. Большинство из них – граждане Афганистана и Сирии. Последний раз с Украины в Кыргызстан приехали 25 человек. Некоторые из них уже уехали обратно. В республике с 2013 года ни один гражданин не получил статус беженца. Их регистрируют только для временного пребывания. Эльнура Молдокадырова, Алтынхан Бабаев, Общественный Первый канал.